Мы приветствуем каждого телезрителя телеканала «Якутия-24», кто в эту самую минуту присоединился к нам. Это проект «Поговорим» и я, Эмилия Алиева. Не знаю, как у других, но лично у меня вызывают безграничное уважение те люди, кто любимому делу посвящают всю свою осознанную жизнь. Наша гостья сначала окончила колледж по специальности хормейстер, затем Дальневосточную академию музыки, а после вернулась в родную республику, чтобы нести высокое искусство в массы. Людмила Шумилова, главный хормейстер филармонии Якутии, заслуженный деятель искусств нашей республики, любезно согласилась ответить на наши вопросы, а скопилось их немало. Людмила Шумилова, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия. Родилась в поселке Сангар Кобяйского улуса. Окончила музыкальную школу. В 1992 году поступила в Якутский музыкальный колледж на отделение хоровое дирижирование в класс Светланы Антоновой. В 1996 году по окончанию колледжа поступила в Дальневосточную академию музыки на факультет хоровое дирижирование, затем аспирантуру. С 2003 года главный хормейстер Государственной филармонии Якутии. Людмила Анатольевна, здравствуйте, давайте поговорим. Давайте поговорим. Наверное, по традиции я бы должна была начать с вопроса о том, с чего началась ваша музыкальная карьера в любой с музыки. Но учитывая тот факт, что буквально за день до нашей встречи с вами в студии состоялся у вас концерт, я хотела бы узнать ваше впечатление, чему этот посвящен концерт и как много вообще у вас проходит таких мероприятий. Давайте немножко пока о рабочем процессе. Я считаю, что задача филармонии нести в нашу республику высокое. Это самое первое. И когда наши зрители приходят на концерты веселые, легкие, рождественские, новогодние, музыка, кино, это все прекрасно, и я всегда рада их видеть. Но когда люди приходят на великопостный концерт, на пасхальный, когда люди вчера, полный зал был народу в Римской католической церкви, у нас был концерт «Шедевры русской хоровой музыки». Мне было очень приятно видеть заполняемость стопроцентную. Это говорит о том, что есть духовность в наших людях, и люди пришли подпитаться потребность высокой музыки, ведь она очень нужна нашей душе. И я заметила, как вчера наши зрители слушали. Это была тишайшая, просто накаленная тишина. Было очень приятно, было браво, был очень такой теплый, горячий прием, что отметила и я, и наши артисты. Но вы вчера устроили сюрприз на сцене. Да, мы одно сочинение посвятили, это молитва сильнейшая, одно из любимых сочинений нашего хора. Мы посвятили ребятам, в первую очередь нашим ребятам, которые с нашей республики поехали защищать нашу родину, в первую очередь нас защищать. Мы постарались, конечно, выложить все отношение в этой молитве к Божьей Матери, чтобы она сохранила наших ребят. Есть ли у вас личные какие-то критерии оценки, насколько хорошо и насколько качественно прошел концерт? Мурашки по коже, может быть, должны бегать. Во-первых, это отзывы... Слезы зрителей. Слезы, да. Во-первых, это сначала, конечно, я первое, что оцениваю, как слушает публика. Если это накаленная тишина, и после того, как мы только заканчиваем петь, еще есть 2-3 секунды, а только потом аплодисменты, я этому очень радуюсь, потому что человек еще пребывает, после того, как я сняла хор, прекратилось звучание, человек еще пребывает в этом состоянии высоком. Это касается именно высокой музыки. А тогда, когда у нас более легкие жанры, мы поем какую-то увеселительную музыку легкого жанра, то там, конечно, мы не успеваем допеть аккорд, уже кричат «браво», эмоции, хлопки. Поэтому это именно такое ухо реагирует на нашего зрителя, да? Слезы – это, наверное, свидетельство того самого катарсиса, да, есть такой термин катарсис, когда через либо прочтение книги, либо при прослушивании композиции по ту сторону либо сцены, либо книги зритель или читатель очищается и испытывает через мысли, эмоции героя, да, музыку, ноты, испытывает какое-то очищение. То есть в наше время
ли есть люди, которые вот нуждаются в этом самом Вы катарсисе? знаете, я немножко приоткрою небольшую тайну. Вчера ребята, мои артисты, они поделились мне после концерта, что вот это сочинение, которое я объявила для ребят, молитва, да, они сказали, мы еле-еле спели, мы плакали, мы стояли, у нас текли слезы, а нужно было следить за звуком. Это очень сложно петь. И они постоянно на протяжении всего произведения брали себя в руки, чтобы пользоваться правильно дыханием, позицией, вокальной своей культурой, словом, слово донести нашему зрителю. Вот. Это было для них сложно, потому что когда самому хочется плакать, но я очень рада. То есть это слезы правильные, понимаете, вот здесь, именно вот в этом ракурсе, если рассмотреть, это слезы действительно очищения, значит, здесь есть душа, значит, здесь как сказать, сердечность, чувственность. Стремление к светлому. Да, обязательно, а это основа. Но я вот, знаете, вас сижу, слушаю, почему улыбаюсь, потому что ваши артисты стоят на сцене, еле сдерживают слезы, да, а среди артистов, я так полагаю, есть и мужчины. Конечно. Вот. А вот вы, ну, казалось бы, прекрасная женщина, руководитель, а вы стоите, и у вас ничего, ну, не движется даже. Нет, это никто не видит. Как вам удается это сдерживать? Да, это тоже очень сложно, но это, наверное, уже опыт. У меня же тоже бывает слеза, бывает комок в горле. Мне дать еще тон нужно хору. Перед тем, я знаю сейчас, какое будет произведение, что оно будет морально сложное, вот психологически, да? А мне надо дать тон, настроить хор. И когда я от камертона даю тон, у меня уже дрожит голос, у меня уже трепет, но я беру себя в руки, это сложно, да? Даю тон, и особенно какие-то кульминационные моменты, мне тоже, вот поверьте мне, я открываю вам свою душу, меня тоже накатывает, я пронизываюсь мурашками, и вижу эту открытую душу своих ребят, и вот эта связь между нами, все мы отправляем нашему зрителю любимому. И бывает, и слеза катится, я аккуратно, незаметно вот так вот могу ее убрать, да. Так вот? Да. А вдруг не так примут, что это ноту надо? Нет, ребята понимают меня, да, они понимают, они чувствуют меня уже. Столько лет мы работаем, они меня уже с полупальчика, они понимают, по взгляду даже уже они чувствуют. Поэтому все бывает, все бывает. Немножко удивлена и сказать приятно, потому что, когда я готовилась к нашему интервью, я в одном из ваших ответов на вопрос журналиста прочитала такие слова, где вы говорите, ну это касалось, конечно, вашей какой-то прежней деятельности, по-моему, вы тогда руководили хором медиков, врачей-непрофессионалов, вот про это, если можно будет тоже чуть подробнее, да, про этот опыт рассказать. А там вы сказали, значит, что я занимаюсь только с теми людьми, которые стабильно ходят на вот эти занятия, на репетиции. А если человек делает, ну там вот тут занят, там тут пропустит, то мне такие не нужны. Но это на самом деле принципиальная, я бы сказала, такая позиция может быть только, наверное, у очень строгого и такого же дисциплинированного человека, да, не сочтите залезть. И вообще сложно ли держать дисциплину в хоре, и как вам тут удается? Казалось бы, женщина, казалось бы, творческая профессия. Начнем с того, что меня родители потрясающие. Мои родители, могу это несколько раз повторить, потому что я им очень благодарна, меня очень строго воспитывали. Очень строго. А в чем это проявлялось? В чем это, да. Вот в первое это дисциплина, которую мне привили мои родители. Ну, это в советское время, прошу прощения, перебиваю, то есть это, наверное, в 7 утра подъем, зарядка, завтрак? Да, у меня всегда был строгий режим. И поэтому, когда я уже вошла в студенческую жизнь, и когда я училась без родителей, уже в колледж я поступила, жила в городе Якутске без родителей, я умела все готовить, я умела уже все делать. В 14 лет я уехала из Кобяйского Улуса, поселка Сангар, я там закончила музыкальную школу. И я умела делать все. Я уже умела даже какие-то дела решать. Я уже практически была самостоятельным ребенком. Мне это все говорили, мне это тоже отмечали. Ну, а когда я уже уехала в вуз, то есть это уже было уже такой сформированный человек, уже с каким-то таким приличным багажом. Это все только дисциплина. Вы не поверите, дисциплина, она же облегчает жизнь. Почему-то люди не могут этого понять.
Это ведь здорово. Когда ты вовремя лег, ты спокойно утром встаешь. Когда ты утром встаешь, голова просто потрясающе работает. И у тебя ничего не болит. Ты хорошо мыслишь. И я очень утром до работы очень много дел делаю. Планирую что-то, и это несет потрясающий результат. Поэтому я все-таки приверженник того, что ложиться не так поздно. И встаю я всегда рано, в 6, полседьмого – это норма. Так я и приучаю своих детей. И сколько дети мои, вот старший сын уже закончил, конечно, школу, отучился, сейчас он в вузе. И дочь сейчас моя уже средние классы. Они очень легко поднимаются, потому что вовремя ложатся. У нас нет телефонов, зависимости. Это не террор, это не давление, это беседа с детьми, что вам же так и будет легче. Если ты выспался, ты же другой человек в жизни. Ты же продуктивно работаешь, ты счастлив, у тебя море энергии. Поэтому вот все начиналось с меня. Я сама очень дисциплинированный человек, я люблю все планировать. У меня есть дневник, где я отмечаю ежедневно, что я сделала, что не удалось, что не успела. Планы на 3 месяца, планы на полгода, планы на год. Это организовывает жизнь. Я знаю всегда, что у меня будет там через какое-то время. Вот, поэтому это помогает, я считаю. Поэтому вот вы сказали о моем хоре. Хор это хор рискома здравоохранения. Который вот был Да, в начале карьеры вашей. это моя любовь в моем сердце. Это, можно сказать, кусочек вот в моем сердце. Они до сих пор находятся в моем сердце. С этими людьми меня связывает очень много. Практически 20 лет мы работали вместе. Это прекрасные чистые души, которые с горящими глазами приходили и работали со всей душой, с большой активностью, с горящими глазами и с трепетом души. У нас были очень теплые отношения, у нас был хороший рост, с чего мы начинали, к чему мы приходили. Это участие в конкурсах, выступали на различных мероприятиях. Но так сложилось, что когда мне предложили должность в филармонии, я еще год смогла совмещать. Но я человек, я не терплю халтуры, не терплю какой-то подработки. Знаете, вот есть такое выражение, там подработка, там быстренько забежать, что-то сделать. Я не приемлю это. Если я отдаюсь, то я отдаюсь на 100%, не терплю лжи. А то, что вы сказали по поводу... Я не совсем так категорично имела в виду, что те, кто пропускает, там, да, нет. Это просто мои артисты хора медиков, они знали, что для меня очень важна их стабильность. Почему? Потому что я им сразу сказала на первой репетиции, что это не кружок самодеятельности, где вот просто пришли и попели как хочется. Если мы собираемся, то я хочу добиться высокого результата, чтобы вы не пели как... прямая такая махровое выражение, такая самодеятельность, чтобы вы были самодеятельный хор, но крепкого уровня. Поэтому, а это может быть только стабильность, только дисциплина, это, потому что 2 раза в неделю репетиции. И, если вы одну пропустили, ну еще как не шло. Ну, представляете, вот даже если вы чем-то будете заниматься, танцами, английским, 1 раз в неделю, это ничего. В бассейн будете ходить. Это, ну ничего, это так, примерно. Минимум 2 раза в неделю, чтобы закреплять тот навык, который ты получаешь. И когда, конечно, когда человек болеет или в командировке, это всегда все понятно. А тут же у нас WhatsApp появился. И для тех, кто в командировках или кто-то болеет, они просят мне в личку, я им скидываю голосом, напеваю, чтобы проходили. И они поют, повторяют. То есть, вот. Но все знали это правило. Стабильность, стабильность. Тогда будет результат. Ну, кто-то из тех медиков даже старались не пропускать занятия между вызовами. Сотрудники скорой успевали там с вызова вернуться и быстренько в этой же форме медицинской, ну, скажем так, залететь на репетицию. Да, меня это только вдохновляло, всегда это меня окрыляло. Вот их открытость, сердечность, тепло, они меня очень любили. Я знаю, что и любят, и моя любовь, она взаимна. И вот это осталось на многие годы. Это то, что никогда не сможет погаснуть. До сих пор при встрече где-то с ними, они ходят, бывает, на мои концерты, я встречаю в городе их. Мы не можем вот так, здрасте, здрасте. Это всегда так.
С обниманием. С обниманием, с где-то радостью. слеза, с мурашками. Это обязательно так. Но вот эта жесткая дисциплина, она не мешает работе? Вот в филармонии проблем нету таких с коллективом? Или уже там все Ну, видите, воспитались? все-таки нет, я думаю, что в любой организации всегда есть, наверное, какие-то сложности в зависимости от воспитания человека, от характера, верно? Это в любой должности, да, в любой специальности. Приходится мне держать строго, потому что ну, люди обладают разным характером, и кто-то хочет, кому-то где-то, может быть, привычка опаздывать, к примеру, да? Вот. У кого-то по здоровью, вот смотрите, есть люди, которые могут год работать и ни разу не уйти на больничный. А есть люди, могут за полгода 3 раза уйти. Угу. То, соответственно, я показываю свое недовольство. Это нельзя. Если бы вы были бухгалтером, это можно, потому что что такое бухгалтер или отдел кадров? Вы можете работу взять домой. Вы охрипли, вы осипли, да? У вас озноб, там, ну, вы лежите. Но вы в любом случае вы можете сесть за стол и дома там, это делать работу. Ну, это не коллективная работа. Да, конечно. А у нас специфика другая. У нас наш инструмент — это голос. Он должен всегда быть настроен, он всегда должен быть здоров. То есть вот от этого, когда, например, какой-то артист заболел или он отсутствует по какой-то либо причине, да, поездка какая-то, что-то, то, посмотрите, хор — это как рояль. 88 клавиш, но у меня в хор 36 человек. И я сегодня играю на 36 клавишах, завтра на 30, послезавтра на 32. Вы понимаете, что это всегда разное звучание, это очень сложно. Поэтому вот коллективная работа, она очень сложна. Ну, не могу не спросить, хотя я не особо приветствую вопросы, касающиеся личной жизни, но вот такая у вас принципиальная жесткая позиция в семейных отношениях тоже преобладает? Дисциплина. Вот сказал, Да, значит, да. должен сделать. А вот Да. если не сделал, то вот Ну, не муж совсем получит так. недовольство, выговор. Но мне очень повезло в семье. У меня прекрасный супруг, он тоже музыкант. И это тоже человек, и я очень благодарна его родителям, которые его воспитали. Они его воспитали в огромном труде. У меня очень трудолюбивый муж, он любого заставит работать. И, то есть, смотря кто кому, не дает расслабиться. То есть, ну, вот то есть да, нашли да. друг друга. Наверное, так. Наверное, так. Он, мало того, что он, помимо того, что как музыкант требовательный, я знаю, к своим студентам, он очень любит своих учеников, студентов, вообще любит свою работу. Да? Он, помимо этого, прекрасный муж, который готовит очень вкусно. Он прекрасно помогает мне по дому, хотя он очень загружен, но ведь я не менее загружена. Поэтому у нас дома все взаимно. Кто раньше пришел, тот первый у плиты. И он меня очень тоже жалеет, поддерживает, во всем очень помогает, он очень стряпает очень вкусно. То есть помыть посуду, помыть полы, это вообще даже никогда не обсуждается. И он это сделает, знаете как, он сделает это лучше любой женщины. Он если сделает так, то это будет скрипеть, это будет все идеально, тарелочки будут выставлены. Да, то есть мне просто повезло. Вот, рецепт счастливой семейной жизни буквально только что озвучен, помогать друг другу. А где вы нашли друг друга, собственно? Такие вот да. два требовательных Вообще все человека, очень просто. два мужика. Представляете, да. Насколько просто? Да, мы учились в музыкальном колледже вместе. В нашем Якутском музыкальном колледже были однокурсниками. Потом мы вместе поехали поступать в Академию музыки в город Владивосток. И мы вместе поступили. И там все произошло. Там вы женились? Да, там мы с первого курса начали уже встречаться. И 5 лет мы отучились в академии, а потом еще 2 года в аспирантуре. И свадьба была там, на 5-м курсе. Свадьба вы имеете в виду ЗАГС? ЗАГС и венчание, конечно. И венчание тоже? Да. А как вы дошли до жизни такой? Как такое решение в столь, ну, я бы сказала, молодые годы, но такое серьезное, осознанное решение? Кто-то в 50 решается на венчание, и то вот серьезно очень все взвесить. Ну, наверное, это, вы знаете, вот с детства у меня не было церкви, там, где я жила, меня не водили родители, но как-то вот устав в семье был такой, что добро, тепло, порядочность,
отношение к людям. То есть меня старались родители так воспитывать, чтобы я несла людям только добро, мир несла, где-то сдерживать свои какие-то негативные эмоции там, и так далее. Ну, хотя в том возрасте, знаете, я таким божьим одуванчиком росла. Сейчас, как вспомню, это совсем два разных человека. Дирижерская профессия во мне пробудила, даже не побоюсь этого слова, зверя, дракона. Но дирижер не может быть другим. Это мужская профессия, это такая жесткая профессия. Вот поэтому с детства, вот, наверное, в укладе семьи что-то вот было такое тепло, добро, вот, понимаете, духовность какая-то, да? А потом, когда я училась в музыкальном колледже, я была без родителей же здесь училась, как-то мимо меня все это проходило, но это во мне продолжало. Я не могла плохое слово, не дай бог кому-то сказать, вот какое-то дошло, даже вот сейчас в кавычках скажу там слово «дура», допустим. Для меня это казалось такое страшное слово, я не могу это сказать. Вот. А когда я поступила уже в Академию музыки, я в городе Владивостоке пела в храме, в Успенском соборе. Да, я прошла прослушивание, было очень приятно, мне висело объявление, это рядом с нашей академией. И вот моя подруга меня говорит: пойдем прослушаемся. Я говорю: вы что? Мой голос никто не возьмет, там же надо ангельски петь. Как же я могу? Она говорит: давай попробуем. Висит объявление, давай прослушаемся. И когда мы прослушались, и регент после прослушивания сказала: как долго я тебя ждала. Я тогда не поняла эти слова, а потом, я юная, мне 18-19 лет, а потом я поняла эту фразу, да, и у нас с ней до сих пор очень теплые, хотя мы живем в разных городах. Ну, это я поняла, как вы в храм вошли, а вот к венчанию с супругом как? Вот, и я, получается, много лет пела там в храме, пока училась в академии, я пела в храме, ходила в храм, но супруг мой сначала не ходил, но он приезжал же меня забирать. И сначала он забирал, а потом у него появилось желание, он не говорил мне это, он стал заходить в храм, стоять на службах. Мне это было в душе очень приятно. А потом он сам сказал: давай повенчаемся. А на что я сказала: сначала тебе нужно покреститься. Он был не крещен еще на тот момент. И, конечно, моего супруга покрестили, а потом мы повенчались. И вот уже сколько? 23 года. 23 года. Как важно вовремя поставить нужные условия. Ваши дети также с музыкой связаны? Ваши сыновья? У меня дочка и сын, да, значит, да, конечно. Потому что, понимаете, я не ставлю цель, чтобы мои дети стали музыкантами. Ведь и в юном возрасте и я не ставила цель, да, стать музыкантом. Оно вот так получилось в жизни, что Господь так привел меня, да, открыл вот эти нотки, за которыми я пошла, эту тропинку. Мой сын закончил музыкальную школу, на 2 отделениях учился. Это отделение фортепиано и саксофона. Вот. Но избрал он путь свой, это путь политологии, он учится в Санкт-Петербурге. Он любит свою профессию, но тем не менее он постоянно музицирует, он сочиняет музыку, он без музыки не может. Вы понимаете, музыка для него релакс, для меня это счастье. Когда ребенок учился в 11 классе, вы сами понимаете, какая нагрузка, да? Педагоги очень волнуются, они очень много дают для того, чтобы нагрузка с ЕГЭ? Да, нагрузка с ЕГЭ, конечно, да. Это же бесконечные вот такие большие полотна. Они читают, анализируют, отвечают, да, все прорешивают. И, конечно, ребенок уходил в 8 утра, в 8:30 и приходил в 5 вечера со школы, да, голова перегружена. И что он говорил? Мама, 2 часа меня нет. Хорошо. Он закрывался в комнате, садился за фортепиано и играл. Таким образом снимал стресс. Да, он говорит: мама, я вообще не представляю, что бы я делала без музыки. Я так отдыхаю, для меня это релакс. Он 2 часа восстанавливается, потом идет дальше, решает. Решает. Да. А дочка ваша? А дочка сейчас еще учится в музыкальной школе, но она не на 2 отделениях, только на фортепианном отделении. Но вот она в этом году будет заканчивать, занимается. Но я думаю, что тоже она потом в своей жизни будет играть на инструменте, вот, потому что в своей школе, в образовательной, она играет иногда на каких-то мероприятиях, выступает, одноклассникам это нравится, это всегда как бы такое украшение каких-то мероприятий. Не могу не спросить, это, наверное, завершающий будет вопрос. Как человека, который связан непосредственно с классической музыкой, правда ли,
классическая музыка влияет на развитие интеллекта и усваиваемость какого-то нового материала? Это потрясающие слова сказали. Это, наверное, кредо моей жизни. Потому что я хорошо отношусь к эстрадной музыке, ну, к высокой эстраде, так можем сказать, да. Могу и джаз слушать. Ученые говорили именно про вот классическую музыку, да, вот великих классиков. Да, Ваше просто- мнение, да? Да, Или нет? конечно. Именно, что я могу любую слушать, но приверженец, конечно, если я в наушниках, то это только высокая классика. Именно меня она побуждает на высокие мысли. И я считаю, что вообще что такое высокая классика? Это когда ты сидишь на концерте, хор, оркестра, неважно, солиста, вокалиста, и ты сидишь и домысливаешь, ты додумываешь. Тебе не так все открыто, сразу понятно в музыке. Ты додумываешь, ты представляешь, дорисовываешь картину. И что музыка высокая заставляет человека думать, она заставляет мыслить. Не просто прийти, поулыбаться, посмеяться, похлопать в ладоши и совсем расслабиться. Нет, она заставляет мыслить. Так вот это и есть развитие личности, развитие духовности. И именно высокая классика, высокая музыка, она вызывает это. Людмила Анатольевна, спасибо вам огромное за ваши вот такие искренние полные ответы. Мы желаем вам дальнейших успехов, ну и, соответственно, полных залов и самых бурных оваций. Благодарю вас от всей Спасибо души. огромное. Спасибо.